Бисмиллахир-рахманир-рахим. Так, сегодняшняя лекция, она посвящается отношению к телу, к чистоте в исламе, а также отношению к духовному миру, то есть сердцу, да, и к интеллектуальному развитию в целом. До того, как начать, я хотел бы вам напомнить о том, что каждый мусульманин 5 раз в день, когда мы исполняем намаз пятикратный, мы исполняем в начале суру Фатиху. То есть вот именно эта сура, она является ключом к пониманию вообще самой сути. Когда мы говорим Бисмиллахир-рахманир-рахим, во имя Аллаха милостивого милосердного. Вот слово бисмилля или бисмилля, она является рамзан, да? То, что называется символом веры, верующего. То есть с именем Аллаха мы делаем любые дела. Когда мы режем скот, мы говорим бисмилля. Когда мы делаем любое дело в бизнесе или приступаем даже к простому делу, мы именно говорим бисмилля. То есть это отличие верующего мусульманина от всех остальных, приступать с именем Бога, то есть полагаться на Всевышнего Аллаха, когда мы говорим бисмилля. И вот эта сура, ее называют суратуль Фатиха, да, открывающая книгу. Но также у ней также название Уммуль Китаб, мать книги у этой суры. И также другое много названий, одно из также названий это ас-санаа, то есть восхваляющая. Вот здесь очень важный момент. Когда мы начинаем читать суру, она начинается словами «Альхамду лилляхи роббил алямин». Хвала Аллаху, Господу миров. То есть идет с восхваления. И эта сура и есть адаб, да? Как обращаться к Аллаху Субхану ва Тааля, к Создателю. Не сразу просить, «Я Аллах, дай мне это, дай мне то» и так далее. А сначала восхваление. Это адаб, как надо обращаться к Всевышнему Аллаху. То есть ас-сана, восхваление. Альхамду лилляхи роббил алямин. Хвала Аллаху, Господу всех миров, которые Он создал. Мир джиннов, мир людей, мир ангелов. И мир животных. Мир растений. Ар-Рахман-ар-Рахим. Подчеркивается. Всемилостливый, милосердный. Всемилосердный. То есть Аллах Субхану ва Тааля подчеркивает, что Он милостливый, милосердный, прощающий. Кто Он есть? Малики яумиддин, царь в день суда. Все, что начало, когда мы говорим бисмилля, бисмилля фи ауалихи ва ахирихи, от начала и до конца. Ва илейхи турджа'уль умур, и к Нему возвращаются все дела. От А до, как говорится, Я, от начала и конец. Все возвращается к Всевышнему Богу, к Всевышнему Создателю. И Он является царем в день суда, тот, кто будет судить нас всех. Ияка на'буду ва ияка наста'ин, Тебе мы поклоняемся и Тебя помощи просим, и у Тебя просим только. Потому что есть люди, которые признают Аллаха Субхану ва Тааля, но делают ширк, поклоняются кому-то другому. Пусть это будет не открыто, а это ширкуль хафи называется, да? То есть где-то подсознательно, да? Мы поклоняемся, говорим, мы признаем Аллаха Субхану ва Тааля, читаем намаз, но в трудную минуту мы иногда полагаемся не на Бога, не на Всевышнего, а, допустим, на современные достижения, допустим, техники или на все, что решает, это решает деньги, на деньги, допустим, да? Вот здесь вот важный момент. Когда мы поклоняемся Аллаху Субхану ва Тааля, то только у Него мы просим, только на Него полагаемся. Ихди нас сират аль-мустаким, везди нас по прямому пути, по пути пророков, которых Ты вел по прямому пути, путем руководства, ниспослания святых книг, ниспослания вахи, то есть связи, да? Именно прямой путь означает то, что даже человек, находясь в исламе, иногда впадает в крайность. Поэтому в исламе есть правило «ля ифрата ва ля тафрит». Нет крайностям, крайности запрещены. То есть крайность, когда мы
впадаем в какую-то крайность, имеется в виду, либо слишком облегчая религию, то есть легкомысленно относимся к вопросам религии, ислама, либо слишком ужесточаем, делаем сложной свою религию. Эти две крайности. И поэтому мы говорим: «Ихди нас сират аль-мустаким», веди нас по прямому пути. Даже находясь внутри ислама, мы постоянно просим это. Сират аль-ладина ан'амта алейхим, по дороге тех, которых ты облагодетельствовал, то есть которых выбрал, которые находятся, которые спасены. И не тех, которые блуждают и под гневом. Те, которые блуждают, те, которые не знают Аллаха Субхану Тааля или заблудились. И те, которые знают, что Аллах Субхану Тааля есть, но выступают против религии, борются с Всевышним, борются с исламом, с верой, да? Они находятся под гневом. Как, допустим, тот же фараон, который выступил против, да, и был погублен. Или Кауму Лут, или Ад ва Самуд, допустим, да, в Коране. То есть те народы, которые исчезли, или сегодня те, которые каумы, или движения, течения, различные позиции, которые выступают или имеют антибожественный, богоборческий характер. То есть это тот воинствующий атеизм, да, который борется с Всевышним Аллахом, с религией, с верой. И почему я начал суратуль Фатиха? Прежде чем начать разговор об отношении в исламе к телу, к чистоте, к духовности, к нравственности, к интеллектуальному развитию. Потому что здесь есть такой аят в суратуль Бакара. «Фазкуруни азкуркум, вашкурули валя такфурун». Вспоминайте меня, восхваляйте меня, и я вас буду вспоминать. И также фашкурули, и говорите мне шукр. То есть говорите, как сказать, выражайте свою благодарность, будьте благодарными и не будьте неверующими. Вот это важный момент. Важный момент того, что то, что дал нам Аллах Субхану ва Тааля, за это мы должны восхвалять Аллаха Субхану ва Тааля. И шукр, восхваление Аллаха Субхану ва Тааля, связано с зикром, то есть вспоминанием об Аллахе Субхану ва Тааля. Когда мы верующие, мы вспоминаем Аллаха Субхану ва Тааля за то, что Он дал нам жизнь, дал нам тело, да? Здоровое тело, дал нам здоровье, присутствующее здесь, дал нам возможность видеть и слышать, дал нам возможность поклоняться, дал нам семьи, родителей. Все вот это, что Он дал. Плюс дал нам уверовать. Мы уверовали. Альхамдулилля. Дал нам разум. И за это мы что должны? Благодарить Аллаха Субхану ва Тааля. И поэтому верующие, те, кто благодарят. Кто же не благодарит? Не благодарит тот, кто не уверовал. Потому что они не благодарят Аллаха Субхану ва Тааля и не вспоминают Его. Они благодарят, допустим, какие-то другие объекты, кроме Всевышнего Творца. И поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Фазкуруни», и вспоминайте меня. Да? «Ва азкуркум», и я вас буду вспоминать. То есть будет обратная связь. Наши дуа, наши молитвы будут доходить. Как только человек забывает об Аллахе Субхану ва Тааля, забывает Его восхвалять или забывает вспоминать о Боге, то и он забывает об этом человеке и вспоминает только в судный день при расчете за его грехи. «Вашкурули», и говорите Ему благодарность за то, что Он дал нам.
В любом случае верующий всегда благодарен Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Уаля такфурун. И не будьте те, которые стали неверующими, или неверующие, как неверующие не поступайте. И поэтому это очень важный момент, когда наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал, передал в хадисе словами «Фаджаддиду иманакум», да? И обновляйте постоянно вашу веру, потому что человек слабый, потому что человек всегда забывает о Боге, забывает о религии, об каких-то других вещах, важных вещах. И поэтому каждый мусульманин обязан что сделать? Напоминать друг другу. Напоминайте друг другу. Поистине напоминание помогает верующим. И здесь мы начинаем с самого простого, то, что естественно для каждого из нас, это наша жизнь. Как она началась? В Коране, в суратуль Бакара, в 30-м аяте Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. И вот сказал твой Господь ангелам, поистине я сделаю и установлю на земле халифу, наместника. Слово на арабском языке джа'илюн, да? Фа'иль, слово как бы исполнитель, да? Означает постоянное действие, что человек постоянно будет играть роль, выступать в роли наместника Аллаха на земле. То есть каждый из вас есть потомок Адама, и есть наместник на этой земле, наместник Всевышнего Аллаха. Представьте, какая большая ответственность и какая большая роль. Какое большое предпочтение Всевышнего в том, что Он выбрал от самого Адама и из его потомства халифа на земле. Есть аят суратуль Хиджр, 29 аят, где Аллах Субхану ва Тааля говорит, бисмиллахир рахманир рахим, «Фаидha савайтуху ва нахафту фихи мин рухи». И я, когда создал его, Адама, Аллах Субхану ва Тааля говорит, руками, «Ва нафахту фихи мин рухи», и вдул в него дух, да? От своего духа. И вдул в него от своего духа. То есть этим мы отличаемся. Бени Адам, люди Адама, сыны Адама. Потомство Адама тем и отличается, и сам Адам тем, что Аллах создал его тело своими руками, а рай создал словами «кун фаякун». Только сказал «будь» и стало. И дал ему от своего духа. Это означает, что в каждом из нас вечная душа. Аллах Субхану ва Тааля вечен. И дал нам, каждому из нас, от своего духа, и означает, что наши души вечные, раз. Второе, наши души созданы либо для вечного рая, либо для вечного ада. И есть хадис, где наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Халяка Аллаху Адама аля суратихи». И Аллах создал Адама в том виде или на том внешнем образе, на котором его создал. То есть никто не задумывался, почему мы похожи, люди имеют такой образ. Потому что Аллах так захотел. Он создал Адама в таком виде, в котором Он его создал. Да? То есть по воле Аллаха. Аллах Субхану ва Тааля наш Создатель, и Он создал нас такими. Когда Он создал нас такими, Аллах Субхану ва Тааля в Коране, в суратуль Исра, 70 аят говорит, бисмиллахир рахманир рахим, «Валакад каррамна бани Адама». И мы превознесли сына человеческого, сына Адама. Мы превознесли, предпочти вернее.
И в чем это заключается? «Валакад каррамна бени Адама, ва хамальнахум фил бирри валь бахри, ва разакнахум минат таййибат». И мы предпочли, превознесли Сына Человеческого, Адама, то есть нас всех, да, и дали им в подчинение, да, то, что мы ходим по земле, по морям, и дали ему рызк с хорошего удела. То есть человек сам создан лучшим творением. На это указывает также сура Тин, где Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Лакад халакнал инсана фи ахсани таквим». И мы создали человека в лучшем образе и в лучшем обличии. То есть из этого исходя, вот из всего, что я сейчас сказал, ссылаясь на аяты Корана, на хадисе, из этого исходя, первое, тело человека является аманатом, который дал нам Аллах во временное пользование. Он сам его создал в таком образе, в котором захотел, и дал нам на временное пользование аманат. То есть тело, согласно человеку, согласно пониманию в исламе, тело человека, оно подобно сосуду, в котором находится рух, дух, душа. Да? После смерти душа возвращается к Аллаху Субхану ва Тааля, в мир барзах, в иной мир. Есть жизнь после смерти. Тело возвращается в прах, потому что Аллах Субхану ва Тааля взял прах из земли и создал тело. И это тело, оно является временным, то есть это сосуд временный. Поэтому этот временный сосуд является аманатом, за который вы будете спрошены, каждый из нас, перед Всевышним Аллахом, как мы поступаем и как относимся к своему телу. Второй момент – это само отношение, я бы сказал бы, к телу. Основа отношения к телу – это уважение, потому что это тело создал Всевышний Аллах. И поэтому, согласно фикху, исламской юриспруденции, исламскому фикху, исламской юриспруденции, когда умирает человек, то поэтому желательно тело человека предать чем быстрее, тем лучше земле. Из-за двух основных причин. Первое – это душа. Потому что душа, она видит, слышит, что делают с его телом. Она находится в мире барзах, но она видит и слышит, и поэтому чем больше мы держим тело, тем больше мучается душа и родственники, видящие тело. Это второй момент. Когда тело человеческое, оно должно вовремя быть предано земле. И поэтому, согласно хадисам, тело, как только опускает, земля, она обнимает Сына Человеческого так, что кости входят в кости. Правильно? То есть это означает, что отношение в исламе к телу человеческого, любой национальности, любой веры, это уважение. И поэтому в исламе желательно сразу предавать тело земле. И даже в исламе запрещается. Были битвы, знаете, да? Битвы раньше. Если погибали враги, которые относились даже к неверующим и язычникам, то мусульмане, если их не забирали тела язычников, мусульмане обязаны были что сделать? Предать эти тела земле, предварительно сделав определенное омовение. Согласно нашему шариату, любое тело человека, независимо от веры, верующий или неверующий, тело создал Аллах Субхану ва Тааля. И поэтому из уважения к Аллаху Субхану ва Тааля, из-за любви, из-за уважения к тому, что к телу, которое создал Аллах Субхану ва Тааля, тело любого человека, оно хурма, неприкосновенно. Неприкосновенно, если человек убил человека без права, за это
это тяжелый грех, и за это сильное наказание и на этом, и на том свете. А также, если умер человек, и мы не знаем, чье это тело, то мусульманская община, если его не забирает, мы не знаем, кому принадлежит, или нету общины, да, которая передать тело, если он даже христианин или неверующий, допустим, да, и так далее, то мы обязаны сделать омовение, завернуть в саван и просто предать земле. Просто предать земле. Естественно, без джаназа, без Курана, без ничего, потому что он не является из нашей общины. Но это есть уважение к телу человека. Следующее, это мы знаем запрет сжигания тела. К сожалению, некоторые не всегда понимают и говорят, из-за того, что в Кыргызстане нехватка кладбища, земли, то надо открыть специальные места, крематории для сжигания тел. Но проблема в том, что многие не понимают, кто выступает за крематорий, в том, что основа нашей веры – это отношение также к тому, что создал Аллах Субхану ва Тааля. Это тело человека, которое запрещается сжигать, потому что тело предается только земле. Есть, конечно, другие выходы, как найти альтернативу, но именно сжигать тело или даже на поле битвы раньше было, да, или кто попал, изувечивать тело врага умершего, да, это все харам, это все запрещается. Теперь мы переходим, как относиться вообще к телу человека, да, со здоровьем. Так как Аллах Субхану ва Тааля дал нам тело во временное пользование как аманат, соответственно, мы должны должным образом относиться к этому аманату. То есть, за что нас будет за что мы будем спрошены? За то, как мы относились, в первую очередь, к нашему телу. Это чистота, это гигиена, это содержание тела в нужной форме. И поэтому в исламе не рекомендуется делать, даже запрещается делать исраф, да? Расточительство в еде и в питье. Соответственно, умеренность, она должна быть во всем. Умеренность. Да? Умеренность, допустим, в еде, в питье и, допустим, в других нагрузках на тело. Потому что на тело тоже бывает нагрузка. Когда мы работаем определенное время, мы должны давать телу отдохнуть. Это называется права нашего тела на нас самих. На это есть конкретный хадис. Также, допустим, если мы говорим о примере, да, о том, что у нашего тела есть на нас права, на отдых, да? Пример Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса. Когда он, допустим, сахаба уделял много времени поклонению, излишне много времени уделял поклонению Аллаху Субхану ва Тааля. То есть он молился и не спал, ночью тоже молился, вставал и молился, а также держал пост. Помимо обязательного поста, он каждый день держал пост. На что, когда пророк узнал, саллаллаху алейхи вассалям, о том, что он ночь проводит в молитвах и дни проводит в посте, он обратился к нему и спросил: разве ты так делаешь? Правда ли это? Он сказал: да. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: факаля Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям: сум ва афтир, ним ва кум. Держи пост и после этого разговляйся. Нельзя подряд держать пост всегда. Ним вакум. Спи и вставай. Фа инна ли джасадика алейкаль хаккан. Поистине у твоего тела есть на тебя права. Право отдыха. У тела есть право отдыха. Ва инна ли айнайка алейкаль хаккан.
И у твоих глаз есть право отдыхать, спать. «Вализауджика алейка хаккан». И у твоей жены, у твоей супруги есть также право на тебя. То есть этот хадис, выведенный в сборнике имама Аль-Бухари и Муслима, указывает на то, что ислам есть религия ад-динуль васат, религия умеренности и середины. То есть запрещается крайности, ля ифрата, валя тафрит. И даже в теле, у тела есть на нас право. Право на отдых, право на чистое содержание и право на должное содержание. Представьте, как у вас есть машина, и вы водитель. Вам дали эту машину во временное пользование. Вы водите эту машину. Также и тела ваши – это то же самое, как кувшин, сосуд, данный во временное пользование, который вы используете. И, соответственно, вы должны не просто водить, быть водителем или быть наездником, но и быть конюхом, смотреть за своим телом, относиться должным образом. Сохранение здоровья – это также еда и питье. Именно адаб, да, питья и еды. Как мы обычно кушаем? Нам показал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, в сунне, как нужно кушать. То есть первое – это начинать с бисмилля, правой рукой. Брать то, что ближе, то есть есть целая культура еды. Есть сидя, кушать медленно, не торопясь, не чавкать. И в еде, во время еды иногда бросать слова, чтобы это было не похоже на животных, которые молча чавкают и кушают, допустим, да? Еда – это тоже культура. Это отдых для тела. Это эстетика своего рода. Но там нельзя делать исраф. Исраф запрещен, да? Съешь столько, сколько сможешь. Второе, самое главное, адеб – делить желудок, согласно хадису, на 3 части. Как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это вода, это еда и это воздух. По сути дела, если мы попробуем так питаться, то мы из-за стола будем выходить, вставать чуть-чуть голодными. И сегодня это очень важно, потому что сегодня большая часть болезней нашего тела связана именно с питанием, или не вовремя питаемся, и с самими продуктами питания, да? Неумеренностью, а также с образом жизни. Неподвижный образ жизни приводит к многим заболеваниям. Или когда мы ведем сидячий образ жизни, согласно там, профессии и так далее, и питание у нас не сбалансировано, мы иногда питаемся 1 или 2 раза в день, но много сразу. То есть мы не оставляем желудок на 3 части, не делим. Мы сразу все заливаем едой жирной, чуть-чуть водой и все. И сразу после этого сон. Это очень вредно, и это самым вы, как если масло в машину, не заливать свежее, не менять масло, не смотреть за машиной, это все потом приводит в негодность. Также приводит в негодность наше тело. То есть начинаются большие болезни. Следующее, я хотел бы сказать, в суратуль Преграды, 31 аяте, Аллах Субхану ва Тааля наоборот говорит: «Вакулю вашрабу валя тусрифу, инна Аллаха ля юхиббуль мусрифин». Кушайте, пейте и кушайте, и не делайте расточительства, не расточительствуйте. Поистине Аллах не любит тех, кто делает расточительство. Потому что расточители, они были, кто? Они являются ихвану шаятин. Они являются братьями сатаны, а сатана был неблагодарен своему Господу. То есть, что такое исраф? Когда вы не чувствуете барака, когда вы расточились излишек, вы не цените то, что дает вам Аллах Субхану ва Тааля, да? Поэтому расточительство, оно запрещается. Важна умеренность, сохранение умеренности. Следующее – это, естественно, спорт.
Спорт является сунной, любой спорт. Пусть это будет ходьба, борьба и так далее, да? Потому что тело обязательно надо содержать должным образом. И поэтому любой из нас обязан заботиться о здоровье. Но в исламе в первую очередь стоит духовность на первом месте. Всегда духовность, потому что то, что я сейчас вам говорю, исходит из веры нашей, из вероучения. О том, что тело всего лишь, оно бренное, и оно всего лишь сосуд и данный аманат во временное пользование. И нам перед Всевышним отвечать. И поэтому, естественно, любой верующий мусульманин должен стремиться к иткану. Иткану – это к развитию, саморазвитию и доведению до нужного состояния, до лучшего состояния, как содержание своего тела, своего здоровья, да? Своего внешнего вида, своего интеллектуального развития и, естественно, уровня таква. Но в исламе самое главное, стержень является таква. Это богобоязненность, это духовность. Потому что понятие «фадкуруни азкуркум», вот это понятие «вспоминайте меня, и я вас буду вспоминать, вашкурули валя такфурон», и благодарите меня, и не будьте неверующими. Это все сводится к этому, к балансу трех вещей: тела, да, здоровья, духа и интеллектуального развития. Вот что есть человек. Это тело, это его разум, это его иман, дух. Основные вот эти три вещи. Если будет правильное, равномерное развитие этих трех вещей, то вы будете именно развиваться, да, в нужном направлении. Я хочу сказать, что держать тело, то есть в тонусе, это аманат. Жизнь наша, она временная. И в этой временной жизни очень важна наша гигиена. Потому что об этом говорил наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и показывал на своем личном примере. Если бы ислам, религия, была только духовность, как некоторые понимают, духовность, обращение к Всевышнему, это молитвы, пост, и можно не смотреть за собой, носить хоть что, как говорится, грязное, помятое, нестиранное, он ошибается. Потому что пророк делал обратное и осуждал неряшливость, осуждал, допустим, когда человек не следил за собой. На этом мы приведем аят, хадис, где наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Игтасилю йоумаль джумуати, игсилю руусакум, ваин лям такуну джунубан». То есть, и мойтесь во время джума, перед джума, совершайте полное омовение и омывайте свои головы, если вы даже не находитесь в джунубе. То есть вам, когда нужно полное омовение, даже если вы не находитесь в этом состоянии, в оскверненном состоянии, все равно мойтесь. Мы моемся, принимаем, каждый мусульманин, а ислам считается религией чистоты. Я приведу вам историю. История заключается в том, что в средние века и даже позже Западная Европа, Европа в целом, она была погрязшей именно в антисанитарии. Из-за этого было очень много вспышек различных заболеваний, в том числе и холеры, чумы, бубонной чумы, да, хотя ее завозили, конечно, через Азию, да, через Монголию, Китай и так далее, через шелковый путь. Но мы, когда смотрим хрестоматию или смотрим конкретные сегодня документы, да, или фильмы даже документальные о состоянии, допустим, европейских городов, вы знаете, что там не было канализации ни в Лондоне, ни в Париже, да? Не было канализации, руки не мыли после туалета. Или люди принимали
ванну, так называемую, да, не в проточной воде, не в душе, а в конкретных в бочках или в ванне, да? То есть в одном и той же посуде мыли и руки, и голову, и так далее, да? Люди не мылись, бывало, месяцами, не меняли одежду. Внутреннее белье пришло с арабского Востока, с исламского Востока. Именно через исламскую Кордову и через Испанию, да, где располагались Исламские Эмираты. Оттуда пришло понятие чистоты, именно что нужно мыться под душем, именно проточной водой, раз. Нижнее белье понятие, смена нижнего белья пришло оттуда. Использование масел, духов, личной гигиены, пудр различных пришло с арабского, с исламского Востока. То есть понятие чистоты, оно заложено в самом исламе. И поэтому мы, когда перед тем, как совершить намаз, мы делаем омовение, куда входит омовение лица, рук, ног. Мы используем обязательно масла. Используем атр, называется, духи на масляной основе. Используем просто духи. Также в исламе обязательно и сунной является постригание ногтей, удаление определенного волосяного покрова в определенных местах, очищение, использование сивака, мисвак, да, называется, щеточки. Но сегодня мы используем что? Зубную пасту, зубную щетку. То есть смысл в этом, да? Чистота, гигиена в основе своей. И если мы говорим об понятии чистоты, то это именно является символом ислама. Ан-назафату джуз'у миналь иман. Пророк, саллаллаху алейхи сказал: ан-назафату джуз'у миналь иман. Чистота – часть веры. Часть веры. Потому что о вас судят, по вам судят об исламе. А если человек призывает к исламу, но у него изо рта исходит неприятный запах, он одет не совсем, как бы сказать, чисто, неопрятно, грязные ноги там, и так далее, то у окружающих он, наоборот, вызовет отвращение или, как минимум, отторжение. Его слова не будут слушать, потому что так устроен человек, это психология, это естественно. Так Аллах нас создал, что мы встречаем по одежде, а провожаем по уму. Но когда мы видим человека, допустим, неглаженная рубашка, дырявая, допустим, да, внешний вид, не расчесанный и так далее, то это уже человека не хочется слушать. Первое впечатление – это первая картинка всегда о человеке. Создается его образ. Первая встреча, первый вид, образ, а потом на этом выстраивается все остальное. И поэтому наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что говорил? Есть хадис. «Ман акаля басали, васума, ваккурасу фаля, якрабанна масаджидана». Тот, кто поел лук, чеснок или лук-порей, пусть не приближается к нашим мечетям. То есть это означает, если он не почистил зубы, да? Смысл такой, что любой запах, который вызывает отвращение, если этот человек с таким запахом, ему нежелательно входить в общественные места для того, чтобы не причинять вред другим окружающим. Когда вы выходите в общество вы обязательно должны что? Во время йомуль джум'a, перед джум'a, да? Когда идет собрание людей, то мы что? Мы принимаем гусл, делаем, полное омовение, мы умощаемся маслами, духами, благовониями, и после этого идем. И поэтому в исламе очень важно также умощение, потому что наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и все сахаба обязательно умаслялись, да? И держали в порядке внешний вид. Приведу пример. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман кана лаху ша'ру фаль юкримаху». У кого есть волосы длинные, да? А у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были длинные волосы до плеч. Пусть с подобающим образом относится к ним. То есть
расчесывает, следит за волосами. Наш пророк, саллаллаху использовал масла. Сегодня у нас есть гель, у нас есть расчески, правильно? И раньше были расчески. Я имею в виду, всегда должна быть опрятный внешний вид. То есть мытье головы и так далее. Одежда, внешнее внимание к одежде. Аллах Субхану ва Тааля в суратуль Преграды 67 аяте говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Куль ман харрама зинат Аллахи лати ахраджа ли ибадихи вали. Скажи, кто вам запретил украшение Аллаха, который вывел для своих рабов? Да? То есть все, что есть, это для нас. Но нельзя делать исраф слишком. Да? То есть, когда мы одеваемся опрятно, это умеренность. Когда мы ходим в грязном, в разорванных каких-то одеждах неопрятных, это уже крайность, это запрещается и порицается. Когда мы, наоборот, перебарщиваем, то есть начинаем одевать то, что является лакшери, да? То есть роскошно слишком одеваться, это тоже порицается. То есть когда человек слишком перебарщивает во внешнем виде, да? В имуществе, допустим, он занимается показухой, то есть это уже близко к такаббуру, к показухе, гордости и так далее, да? К проявлению, я бы сказал, такого снисходительного отношения к другим. Поэтому в исламе умеренность, она очень важна. Должна быть красота, должна быть обязательно, как бы сказать, эстетика. То есть со вкусом одеваться необходимо, да, и следить за собой. Есть хадис, где рассказывается, что Айша, ради Аллаху анха, мать Уммуль Му'минин, она увидела, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, при выходе к обществу, к общине, он смотрел в воду и начал поправлять бороду и поправлять волосы, да? На что она заметила, да, и ты, Расулуллах, и ты тоже так, как все люди, да, умощаешься и смотришь в зеркало. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: наам, да. Ида хараджа раджулю иля ихванихи, если человек выходит к своим братьям в общество, да, фалиюхайи мин нафсихи, чтобы он привел себя необходимо в порядок перед тем, как выйти в общество. Фа инна Аллаха джамилюн юхиббуль джималь. Поистине Аллах красив. Красив Аллах Субхану Тааля. И Аллах Субхану Тааля любит красоту, и Он сам красив. И поэтому это является сунной. Но должна быть, конечно, умеренность в одежде, умеренность именно во внешнем виде, да? Умеренность. Теперь второй момент – это развитие нашего интеллекта. Аллах Субхану ва Тааля создал нас и сделал для нас парзом необходимость постоянного саморазвития. То есть талаб аль-ильми, да, поиск знаний, является фаридатун, фард, обязанность аля кули муслим уан муслима, на каждом мусульманине и мусульманке. Потому что разум и интеллект, он очень важен в плане того, что без интеллекта религия может превратиться войти в крайность. Да? Потому что без критического мышления, без познания человек поверхностно судит о вещах. И человек может уйти в крайность, да? То есть это может довести его до чего? До фанатизма. Фанатизм в исламе, ля ифрата ва ля тафрит, запрещен. Фанатизм. Фанатизм приводит к мракобесию. Мракобесие – это уже заблуждение, это уже сектантство и секта, это что-то новое, да? Поэтому в исламе очень важный момент – это уделение вниманию интеллектуальному развитию. Что такое развитие своего разума? Это получение знаний, да? Получение знаний,
оно ведет к тому, что человек начинает понимать суть окружающего мира. В одном стихотворении, поэме, кажется, Фирдауси, где он говорит: «Во имя создавшего душу и ум, над кем не подняться парению дум, кто имя названию место дает, дарует нам благо, ведет нас вперед. Ты зрение не утруждай все равно, узреть нам Творца, увы, не дано. Того, кто над всем вознесен естеством, объять невозможно душой и умом. Но им зримые образы мир воплощен». Да? То есть, как мы можем приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля? Увидеть мощь, красоту, великолепие Создателя по Его творениям. Разумный человек, который занимается наукой, познанием, и который познает всю жизнь, учится, он близок к Творцу путем познания других творений. Когда он узнает через физику, географию, через другие науки, которые есть, аяты в Коране приведены, он приближается к Творцу, потому что он начинает понимать величие Создателя этой Вселенной. Да? Допустим, я просто прочитал аят Корана. Например, сура Ар-Рахман. «Мараджаль бахрайни яль-такиян, байнахума барзахун ла ябгиян». Он тот, кто разделил два моря, между ними невидимая преграда, и не сливаются, не соединяются два моря. Я ничего не понял. Я прочитал, зато тылява у меня красивая, красивый крат, и ничего не понял, и все забыл. Но тот, кто понимает науку, сразу поймет, да, что есть открытие. Жан-Ив Кусто знаменитый, который сделал открытие в прошлом веке о том, что есть два моря, которые не соединяются, соленое и пресное течение, и что между ними, как невидимая преграда, в этой части одна флора, фауна, а в этой другая, и не соединяются даже рыбы, растительность, да, водоросли совсем разные. Или, допустим, в Коране Аллах Субхану ва Тааля, когда показывает, как Он создает Вселенную, Он как писец развертывает эти небеса и землю, как свиток, как писец, развертывающий свиток. И придет от него повеление, и он свернет эти небеса и земли, как писец, свертывающий свиток. В если не ошибаюсь, 9 году или 29 году был открыт такой закон, закон Хаббла. Когда он изобрел телескоп, Хаббл, ученый, через телескоп он обнаружил определенный красный спектр звезд. Да? И он выдвинул гипотезу о том, что наша Вселенная, она возникла из ничего. Есть две гипотезы, теории, да? О том, что Вселенная, она станционарна, то есть она вот как есть, так и есть. А второе, что Вселенная, она постоянно расширяется после большого взрыва. А взрыв произошел из-за точки, из-за пересечения пространства и времени. И этот взрыв, он идет, расширяет Вселенную. Если как взять шарик, на нем нарисовать точки, надувать, все разбегаются равномерно, да? И все разбегается, и придет, когда остынет сила взрыва, это все вернется обратно в одну точку. Это аят Корана. И поэтому знающие и не знающие никогда не сравнятся. Знающие и не знающие, потому что это две разных сути. И Аллах Субхану ва Тааля именно показывает, говорит о том, что не сравнится тот, кто знает, и тот, кто не знает. И поэтому на каждом верующем мусульманине стоит обязанность поиска знаний. Миналь махди иля ляхт. От рождения с колыбели до смерти. Какие же знания мы должны искать? Каждый верующий мусульманин, особенно молодой, конечно, в первую очередь, он должен знать свою религию. Свою религию, во что акиду. Как поклоняться минимум Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Как поклоняться, да?
Самое основное. Для того, чтобы эти знания передать, это тарбия, воспитание, передать своим детям, научить другого, быть примером. Бывает, человек очень мало знает, но он это практикует. Это лучше, чем те, которые много знают, но у них знания только на языках, и не в сердце, и не в делах. Нет. В арабском языке есть пословица: «Аль-алиму дуна амаль, касахибу дуна матар». Знающий ученый без дел, без практики, как туча, которую ждут, но она без дождя, пустая, просто туча. И поэтому обязательно, если вы знаете мало, не всем же стать имамами, молдо, необходимо знать минимум в исламе для основного населения. Но главное практиковать. Кто-то из вас может быть инженер, кто-то строитель, кто-то разбирается хорошо в компьютере, допустим, да? В других, допустим, специальностях. Но именно ислам требует, если вы что-то изучаете, чтобы вы это доводили до лучшего знания, да? До лучшего, как говорится, состояния. Я так скажу, что есть хадис, где наш пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Инна Аллаха юхиббу ида амаля ахадукум амалян ан яткинуху». Поистине Аллах любит, когда кто-то из вас начинает что-то делать, любое действие, любое дело, чтобы он доводил его должным образом до конца и делал его наилучшим образом. То есть быть профессионалом в своей сфере. Лучшим профессионалом в своей сфере. Если это молдо, чтобы он был молдо, чтобы он учил, практиковал, делал это до конца, лучшим образом. Потому что вы являетесь примером. Сегодня очень большая проблема в обществе. Очень большая проблема, и мы действительно живем, можно сказать, в ахир-заман, в приближении конца света. Потому что, к сожалению, все наоборот стало. И среди наших братьев и сестер есть те, которые не доводят свои дела, не выполняют свои обещания, не держат слова, не практикуют, не являются примером для подражания, а наоборот является примером для насмешек. И то, что многим потом говорят, что вот это и есть ислам. В чем же проблема? Проблема, еще раз говорю, в нас самих. Мы говорим, да, ахир-заман, общество такое. На самом деле, да, общество такое, но мы состоим в этом обществе. Общество из нас состоит. То есть нельзя перекидывать проблему на общество или на заман. Почему? Да потому что это предписано. Потому что наш пророк Мухаммад, саллаллаху, допустим, кто-то говорит так, сказал, что будет ахир-заман, и в этот ахир-заман будет много воровства, лжи и так далее. Ну что мы изменим? Мы живем в таком обществе. Такое общество. Нет, мы сами, от нас каждого зависит, когда это придет ахира. Мы своими руками приближаем себе конец света. Если общество падает до самого низу, до самого дна, это означает, что ахира скоро придет. Если общество улучшается, значит время растягивается. Аллах Та'ала создает время для нас. Аллах Та'ала является хозяином, властелином времени. Он стоит над временем. А время существует для нас. И чем хуже мы, тем ближе наше наказание, наши проблемы. И поэтому здесь важно, каждый должен уделять внимание своему интеллекту, разуму. Почему мы оказались сегодня в числе догоняющих? Мусульманские все страны третьего мира, в основном все потребляющие. Но кто-то нефть продает, да, конечно, кто-то, а кто создает? Кто создает, вот iPhone, допустим, да, это
это арабские страны, это мусульманские страны, или мы это создали? Нет, это создает Китай, Корея, Япония. Страны языческого культа. Некоторые говорят, да, это дунья, отдайте им дунья. А для них дунья, для нас ахира. Это очень неправильная логика. Потому что Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит, что Он обещал для праведных рабов своих эту землю. Понимаете? То есть нам и ахира, и дунья нам. Мы должны жить и в дунья нормально, а не быть в нищете, быть неграмотными, невежественными, отсталыми и так далее. Нет, дунья дана для того, чтобы мы ее исправляли. Дунья дана для того, чтобы мы ходили. Фамшу фи манакибиха ва кулю мин ризкихи ва илейхи нушур. Ходите по ее ременам, по земле, по дунья, питайтесь от нее, берите благо. Поэтому нам немного насаждают совсем другое понимание ислама. Ислам, что это значит? Это такое понимание ислама, что это дунья, это значит не наша. Пусть ее забирают и так далее. Мы должны только молиться, поститься, и ничего нам не надо. Ни образования, ни технологии, ни прогресс, ни свет. Мы можем в горах сидеть без света и так далее. Это заблуждение, это не ислам, это секта. Этот ислам выгоден тем, кто ненавидит действительно ислам. Потому что такой ислам нужен, чтобы мусульмане были неграмотными, бестолковыми, непорядочными, мракобесие и так далее. Да? Нет. На самом деле мы видим, как пророк, каким пророк был, саллаллаху алейхи вассалям, и что он говорил. Берите знания. Знания, не сказано именно Коран, хадисы только, а знания – это мутлак, полностью, в целом означает знание. Это может быть физика, химия, геометрия, но для верующего мусульманина, для начала, необходимо в первую очередь, конечно, знать несколько сур Корана, знать, как читается молитва, знать себя, кто он, мусульманин, это его фарз. А потом после этого своя специальность. Кто-то монтер, кто-то инженер, кто-то политолог и так далее. И вот в этом проблема понимания ислама. Именно интеллект, он очень важен в исламе. Проблема отсутствия интеллекта, интеллектуального развития ведет мусульман в тупик и в отсталость, и в мракобесие. Сегодня это мы видим на конкретных примерах, на конкретных странах, на самих себе, на наших обществах. Потому что интеллект, интеллектуальное развитие, разум – это понимание Всевышнего Аллаха Субхану, его мощи. На этой основе возрастает иман. Легче сбить человека, который слепо верит, у которого нет понимания сути. Ему можно что-то сказать, что-то привести, и все, он не будет ни логически, ни критически мыслить, и он уйдет в сторону. Таких мы примеров видим, когда целыми массами манипулируют сегодня. Манипулирует массами неграмотных, невежественных, но искренне верующих. Сегодня нам необходимо понимать, что тело физическое, разум и дух, иман, таква, они должны быть идти на равных, равное развитие. Вот тогда будет человек камилян. Камилян, то есть совершенным, да? Поиск совершенства в сближении, приближении к Аллаху Субхану ва Тааля, в понимании цели, для чего создал Аллах Субхану ва Тааля. Для того, чтобы мы Ему поклонялись. И я возвращаюсь к суре, к аяту, в котором Аллах Та'аля говорит как? «Фазкуруни азкуркум». Вспоминайте меня, делайте зикр, и я вас вспомню. «Вашкурули». И восхваляйте, говорите мне шукур, благодарите меня. Благодарить мы когда можем? В любом ситуации, да? Понимаете? То есть вот отличие верующего, когда мы три направления этих совмещаем. Это тело, это разум наш и это душа. Когда мы развиваем их одновременно. Потому что одно зависит от другого. Человек создан из плоти и мяса. Если человек, допустим, не следит за телом и заболел, и у него слабая таква, иман,
и он не понимает, он безграмотный, да? То ему сказать, что дать лекарство, сказать, тебя не Господь спас, а лекарство спасло. И человек слабый маном, он перейдет в эту веру, веру в таблетку, а не в Всевышнего Аллаха. Если человек начитанный, знающий, у него крепкая вера, он знает, он скажет, что таблетка – это всего лишь причина, через которую Аллах нам дает излечение. Это причина. И вот поэтому среди верующих есть те, кто больше верят в таблетку, а не в Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Я имею в виду не открыто, а это называется ширкуль хафи, а сердцем, в подсознании. Понимаете? Мы часто сталкиваемся с этим в жизни, когда человек, читающий намаз пятикратный, у него длительная практика, бывает там и по 30 лет читающий намаз, но случается в жизни испытание, смерть близкого, заболевание сильное, да? И человек начинает надламываться в плане того, что он больше верит, что все решает деньги, все решает лекарства. К примеру, хотя мы знаем, что лекарство это есть основной причина, без которой, конечно, невозможно, но это причина, через которую Аллах Субхану ва Тааля дает шифа. И здесь вот очень важно понимать, да, таква, богобоязненность, она строится на нашем сердце, в нашем сердце, на нашем именно, когда мы подтверждаем это языком. Фаджаддиду иманукум, исламукум. Обновляйте свою веру и свой ислам. Когда мы говорим тауба, человек не будет благодарен Аллаху Субхану ва Тааля, пока не будет совершать какой-то грех, а потом искренне раскаиваться. В этом и заключается тайна приближения к Аллаху Субхану ва Тааля. Кто-то приближается через молитву, кто-то через садака, кто-то через определенный кырсык, проблемы, да? Потому что пока не происходит проблема, человек бывает далек от Бога. А бывает кто-то приближается через грех. Я имею в виду, кто-то совершает, а потом сильно об этом жалеет. Кто жалеет о грехе, это значит, Аллах Субхану ва Тааля прощает его. То есть называется тауба насуха. То есть когда человек совершает грех, раскаивается, сожалеет о грехе, и у него намерение перед Аллахом больше никогда не совершать этот грех. Приносит тауба, покаяние. А потом раз и второй раз совершает этот же грех. И также приносит искреннее покаяние. Потом еще раз. И Аллах прощающий, милосердный. Я вам приводил, помню, хадис, где пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, это хадис передан через Абу Хурейра, ан Аби Хурейра, радиаллаху анху, каля Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, валлади нафси биядихи, лаулям тузнибу, лязахаба Аллаху бикум, валяджа бикаумин юзнибуна, фаястагфируна лилляхи, фаягфиру лахум. Клянусь тем, в чьих руках моя душа, да, то есть душа. Если бы вы перестанете грешить, люди, то Аллах заменит вас другими людьми, другим народом, который будет совершать грех, и будет раскаиваться, и будет Аллах их прощать. Это не означает, что грех легок, что грех можно совершать. Нет. Потому что Аллах может в любую минуту вас забрать, каждого в момент греха, не успев сделать тауба. Но человек создан таким, что человек постоянно грешит. Малый, большой грех. Безгрешных не бывает. Куллю бени Адам хатаун валь хейру хаттаун тавабун. Каждый человек, сын человеческий, ошибается, делает грех. Но лучшие из грешащих – те, кто делают тауба. Через тауба человек приближается к Аллаху Субхану ва Тааля. Через прощение. Когда человек не делает тауба и думает, что он без греха, когда он не делает астагфир перед ночью, каждый день, то его сердце черствеет. В нем зарождается такаббур, который стал причиной, высокомерие, которое стало причиной, что сатана стал сатаной. Когда Иблис отказался повиноваться и сказал: «Я лучше него, и ты создал меня из огня, его из глины. Я лучше». Понимаете? Такаббур. И поэтому самая проблема сегодняшнего дня
это такаббур. Среди это гордость или надменность в сердцах, особенности среди тех, кто достиг положения. Это знаний, поста, политического или даже религиозного, да, и так далее. Это проблема номер один. Вторая проблема – это хасад, зависть. Сегодня в нашем теле, в нашем сердце, что разъедает иман ваш? Это зависть и высокомерие, потому что одно прикреплено другому, это нафс. Когда у кого-то сильный нафс, нафс начинает не разум, не иман править вами, а нафс. В первую очередь нафс. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля ячтами фи джауфи абди аль-иману валь-хасад». Нет, могут совмещаться в душе раба Аллаха одновременно зависть и вера, иман. Ну, совмещаются же. Есть много верующих. И многие верующие сегодня. Среди нас очень сильная зависть. Алым завидует алиму другому. Верующий завидует другому верующему. Зависть, она же не только в деньгах, кто имеет больше, а есть зависть, один лучше знает другого. Зависть. Кто у кого-то больше денег, дом построил, зависть. Кто-то получил должность политическую, зависть. Так вот, зависть на самом деле, она не присуща. Ля ялику лиль буслим. Не подходит она ни к лицу верующему, искреннему верующему, когда у него в душе не может сочетаться одновременно зависть и иман. Потому что иман, он наоборот требует к чему? Иман, он зовет к тому, чтобы мы радовались за нашего брата. Радовались, желали блага другому. «Ля ю'мину ахадукум хатта юхиббу ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи». Не уверует из вас ни один, пока не пожелает брату своему ближнему того, что желает себе. Понятно? Мы желать должны блага другому. Но мы, к сожалению, в жизни не всегда так получается, но у многих в сердцах зарождается зависть. Что такое зависть? Почему ее запретил пророк Мухаммад, саллаллаху, и почему она запрещена в исламе, является грехом? Потому что зависть, когда вы видите у кого-то благо и желаете такое же благо, но за счет, чтобы у этого блага исчезло у другого человека. Вы ненавидите другого человека. Это и есть зависть шайтана. Потому что шайтан, он позавидовал Адаму. Когда Аллах Субхану ва Тааля сказал всем поклониться Адаму, аба вастакбара. Шайтан отказался, возгордился, вакана миналь кафирин. И он был из числа неверующих. Потому что зависть – это признак неверия, куфра. Потому что шайтан, он отказался и возгордился. Потом он что делает? Шайтан не делает тауба. Шайтан не делает тауба. Он просит: дай мне отсрочку. Он еще больше хочет. Дай мне отсрочку до дня, пока они не будут воскрешены. То есть он позавидовал Адаму, и теперь из-за зависти будет сбивать Сына Человеческого, потомков, до судного дня, с прямого пути. И поэтому вот эти два основных эти проблемы, они сегодня разъедают мусульманскую умму, разъедают наши сердца, разъедают наш иман, портят все. Вся причина многих бед – это, к сожалению, зависть. Наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ла язалю насу бихейри малям ятахасаду». Люди, общество, в целом общество, люди будут находиться во благе, в определенном, пока не начнут друг другу завидовать. Политические проблемы, интриги сегодняшние в обществе, в стенах, за стенами, да, на улице, в основном сверху, да, это в основном связано с завистью. И
проблема распространения колдовства. Сихр. Сказано в хадисе, одним из признаков приближения ахира, конца света, будет распространение колдовства, черной магии и гадания по звездам, гадания в целом. Вот если последние посмотреть, с 90-х годов, да, это началось, распространение астрологии. Сейчас каждый день на каждого человека говорят, что будет. По радио, да, тельцы, вас ждет удача, сегодня вы встали не с той ноги, там и так далее и тому подобное, да. Вот, мы это слушаем, это уже нормальное отношение. Самое страшное, что это стало естественным для нас. Колдовство по бегущей строке, каждый день, по телевидению, везде, в соцсетях, это тоже стало нормальным явлением. А что двигает заказчика? Ведь есть спрос, если есть спрос, будет предложение, правильно? Спрос-то есть. В обществе спрос есть на гадалок, на магов, колдунов. А общество у нас полуатеистическое, мы все ругают, мы в Бога вот и так далее. Или наоборот, все говорят, мы в Бога верим. А обращаются это, делают ширк, обращаются к колдуну, который обращается к шайтанам. Вы понимаете, в чем нелогичность-то? И вот эта проблема, основа проблемы не распространения колдовства, проблема это спрос. Спрос рождает предложение. Значит, общество гнилое стало. Значит, проблема в зависти. Потому что заказчики идут заказывать на другого не из-за любви, а за то, что не могут видеть у кого-то благо, не могут видеть у другого соседа счастья. Сейчас все живут по такой пословице: у соседа сдохла корова. Казалось бы, какая мелочь, зато как приятно. Вот. Проблема-то в душе, проблема-то в имане. Не в исламе, проблема в имане людей, живых людей, а не в исламе. И поэтому с этой стороны 3 направления, это очень важно держать. Это тело, отношение к гигиене, к внешнему виду. Это интеллектуальное развитие, разум, критическое мышление. Сегодня очень много информации, много фейковой информации, обман, манипулирование, даджал. Даджал переводится как обман. Не только это личность, но и век даджала, время даджала. Да? Это иллюзия, век иллюзии. Мы живем в иллюзии. 3 – это вопросы имана. То есть борьба со своим нафсом, эго. Потому что никто не знает, когда наступит час. Если начнется исполнение, оно может очень быстро быть, и вы не забудете обо всем. С чем вы были, с тем вы и предстанете. Потому что начнется фитна. В этой фитне вы не сможете учиться или получать знания. С каким уровнем имана вы были? Понимаете? Поэтому постоянно оттачивайте это, да? Всегда просите Аллаха Субхану ва Тааля защитить нас от фитнатиль махья валь мамат, ва фитнатиль даджал. От фитны, испытаний этой жизни, хаятуд дунья, чтобы она не зашла нам в сердца. От смерти. Самая страшная смерть внезапная, когда вы не готовы. Когда человек возвращается к своему Господу в цветах, во всех цветах своих грехов, не успев сделать тауба, да? И от фитнаты даджала. Даджал, я имею в виду современных псевдоидей, иллюзий, обмана, когда нас сбивают целыми обществами, манипулируют информацией. И поэтому здесь самое главное, вот на этом, я бы сказал, обратить внимание на это.